Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас, дорогие зрители, гости канала. Хочу обратить ваше внимание, особенное внимание, на то, что на данный период я не предоставляю личных консультаций. И запись будет открыта на личные консультации лишь только после 3 мая. И, пожалуйста, прежде чем заказывать гадания, хотя бы напишите и спросите. Так. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Как я влияю на мужчин, какой они меня видят, ну и что от меня ждут. Пожалуйста, мои дорогие, если тема вам интересна, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни, о своих планах, мечтах, надеждах, о своих отношениях с мужчинами, что было, что есть, ну и какие планы у вас на будущее. Настройтесь одним словом на мое гадание. Если вы готовы, я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Так, давайте же посмотрим, как видят вас мужчины, как вы на них влияете, что они у вас думают, что от вас хотят, ну и что у вас дальше по жизни с мужским полом будет происходить. Так, рисунок у меня получился необычный, многогранный. Ну что меня очень радует. Здесь вы вышли в двух ипостасях. Первая — это ипостасия богини, просто вот знаете, какой-то языческой богини. А во второй вы просто эталон красоты, эталон волшебница, ведунья, колдунья, как хочешь, так и называй. То есть, как относятся к вам мужчины? Они вас боготворят. Как вы на них влияете? Вы сводите их с ума. Вот так вот, мои милые. И не надо мне писать, что мне там столько-то лет, либо у меня никого нет. Это не важно. Не важно, сколько вам лет и кто у вас есть. Важно то, какой видят вас мужчины и как вы на них влияете. А они видят вас просто божественной. Божественной принцессой, королевной, не знаю, богиней, спустившейся с небес. Вот такое они вас видят. Начну я по порядку. Начну я с того, что же мужчины разглядели, да? Что же они увидели в вас. Так, и закончу вашим влиянием на них. Прежде всего, они видят вас богиней плодородия. Вот как ни крути. Такой, знаете, вот с такими формами необычными. Вот какая бы вы ни была, худенькая, либо полненькая, вообще не важно. Ваши формы для мужчин просто какие-то взрывающие мозг. Да? Вот они на них смотрят, на ваши вот округлости, скажем так. Вы уж извините, но я не сильна в комплиментах, но тем не менее, я попытаюсь вот просто передать этот поток, который идет. Они восхищаются, они считают, что вы просто идеальны вот в пропорциях, не знаю, вот именно такие формы, как у вас, сводят их с ума. То есть вот восхищение вашим телом, вашим лицом, вашими там, не знаю, волосами, вашим голосом, звуком, тембром, понимаете, вашим томным взглядом. То есть человек вот смотрит, мужчина, на вас и думает: Господи, ну живу ли я, либо уже это ангел за мной перелетел. То есть, понимаете, вот такой момент. Вы настолько сильно вот как-то при первом каком-то взгляде, да, просто поражаете мужчину вот прям до глубины души, вот прям прочувствовать можете этот момент. То есть, когда вы с незнакомым мужчиной начинаете говорить, вот идет какой-то там заминка, да, человек не сразу находится в словах. И, кстати, мужички-то не сильно в глаза смотрят, потому что боятся просто подзалипнуть на вас. Прям чувствуют, что это может случиться. Следующее, какой они вас видят? Ну, видят, что вы холодная, что вы ледышечка, что вы можете так больно ударить, да, такую оплюху дать вот холодной ручкой, что не заиграешься с вами. Знаете, вот что интересно, мужчины вот какой вас видят, да, и как вы на них влияете. То есть мужчины видят вас истинную, да, какая вы есть, вот какой вы себя позиционируете. Вы женщина, что надо, понимаете, вы женщина на миллион. То есть вы и умница, и красавица, и сама все может, да, ни в ком ничем не нуждается, совершенно независимая, сама все себя сделала, да, и все на себе тащу, да, вот вы такая, вы не боитесь ни боли, ни страхов, да, то есть вам все по плечу.
Мужчины считывают вас в первые минуты вот прям как есть. Многие побаиваются, честно. Я вижу, что мужчины побаиваются, они такие раз, кто там послабее, те вообще прячутся, те, кто там средненькие, они как-то там пытаются общаться. И только лишь самые, вот я не знаю, какие-то наглые, да, идут вот на пролом, да, умный мужчина, он всегда будет считывать вашу энергетику, а ваша энергетика, она закрытая, и такие мужчины, они не рискуют, да, вот если вы спросите, почему хорошие мужчины мне не попадаются, потому что они не рискуют вас пробивать, они видят, что вы закрыты, зажаты, и что можно получить отворот-поворот, да, кому хочется такого, никому не хочется, и мужчина просто умный, не рискует, он думает, нет, это слишком сложный объект, да, мне не по зубам. И разворачиваются, уходят. Наглецы, подлецы, вот они ваш контингент. Они наглые, они возле вас крутятся, там, знаете, вот не мытьем, так катанием, да, вот такой момент происходит. Ну, а слабенькие мужчинки, так они вообще не подходят. Вот этот момент тоже очень ясно здесь показан. Что я хочу вам сказать. Вот есть человек, либо несколько человек, которые видят вас прям таким скорпионом, да. Я уж не знаю, что вы там им сделали, то есть мужчинки вас побаиваются, реально побаиваются. Вот 2 человека, 2, даже может быть 3, у кого-то 2, у кого-то 3. Либо вот 2 и 3-му рассказали, да, вот именно побаиваются вашей какой-то реакции, что вы можете прям такая быть грозная. Тут еще у него, у этого скорпиона, видите, вот он скорпион, видите, с лапками, с таким хвостом, у него как топор на хвосте прям. Как рубите вы, либо вот что-то такое вы сделали, отшили кого-то очень жестко, а у вас просто легенды ходят в ваших кругах, вот как вы можете мужчину жестко послать далеко и надолго. Вот, это происходило, ну, это как часть вашего прошлого, да, это часть вашего имиджа, назовем это так. Вот, мужчины новые, ну, побаиваются, потому что как-то странно, да, сильных особо нету, слабенькие мы не считаем, но тем не менее, вот мужчина у вас в горизонте вышел. Это либо тот, кто с вами сейчас находится, либо тот, кто был в вашей жизни раньше. Он вышел в горизонте. Горизонт — это всегда положение, ну, несерьезное, да, несерьезное по отношению к вам. То есть человек не дает вам того ощущения, которое бы вам хотелось. То есть, если это бывший, понятно, он не с вами. Если это настоящий, то он вас, ну, недолюбливает. Извините, ну так я скажу, да. Вы от него не ощущаете до конца в полной мере любовь, радость и то, что вы вместе, как в паре, да. Как будто бы вы живете каждый по себе, потому что мужчина куда-то вообще в свою сторону смотрит. Вы здесь, а он смотрит куда-то туда. Почему так происходит? Ну, вы от него, скорее всего, закрылись, потому что он там, видно, где-то портачил, но... А он, знаете, он как будто бы с этим и смирился. То есть, почему он так себя ведет? Да потому что вы его намного сильнее, потому что вы его эмоционально, да, и в принципе, да, как-то вот прессуете вы его. Никуда ему не деться. Он зажат, у него какая-то оборонительная позиция, понимаете? Вот в отношениях у мужчины оборонительная позиция. Даже если он там домострой устраивает, все равно он защищается. Ему очень не нравится, что вы умная, ему очень не нравится, что вы красивая. Такой человек может обижать, человек может там пренебрегать, какие-то вот прям слова говорить, что так, кому ты нужна, там, и прочее, 10-е. Специально роняет ваше достоинство, чтобы вы, ну, не ушли от него, да, чтобы хоть как-то чем-то вас укусить. То есть, ну, это оборонительное, понимаете, оборонительное. Он себя защищает, потому что он слаб. Если вас двоих взять, поставить, то вы, конечно же, лидер, а он слабак. Вот, извините, но так я вижу. Так. Что касается момента, как вы влияете на мужчину, вот она вы здесь, смотрите, какая вы прекрасная, вы просто ангел, у вас вот крылья, у вас луны под руками, и вы такая красивая, вы необычная, у вас корона на голове, да, еще вот знак султана у вас тут маленький нарисовался, так что вы просто... Жрица, которая пришла и которой нужно поклоняться, которой нужно почести отдавать. Но есть такой момент, что когда вы сходитесь с мужчиной, вот как будто бы вы меняетесь местами. Даже наоборот, как будто бы вас подменяют, да?
Когда вы сошлись, вам сложно сходиться, но тем не менее, когда вы сходитесь, вы вот как прям всю себя отдаете, да, 100% начинаете доверять, отдаете всю себя, мужчина начинает баловаться, в прямом смысле слова баловаться, и уже бьет с вас веревки, да, то есть с положения богини вы приходите прям в положение рабыни, да, вот подумайте, и все это делаете вы сами. Почему? Потому что слишком добрая. Почему? Потому что слишком доверчивая, открытая, наивная, вот как хотите, да, вы можете выглядеть какой-то амазонкой, да, и можете занимать какую-то там, не знаю, высокую позицию в жизни, там, быть бизнес-вумен, либо там в политике быть, кем угодно вы можете быть, но дома вы маленькая слабая девочка. Вот то ли у вас какое-то родовое предназначение, да, вот какая-то родовая роль женщины в семье, то ли это ваше какое-то вот неправильное видение отношений, любовных отношений. То есть где-то вы себя роняете, просто роняете. Вы, если с мужчиной сходитесь, отдаете ему всю себя, всю, без остаточка, да, вот типа на, пользуйся как хочешь, да. Мужчина, конечно, сначала рад, сначала он безумно рад, он счастлив, что вот я получил такую прекрасную женщину, мне улыбнулась удача. Потом он начинает привыкать, а потом уже как должно, да, вот ты должна, и вот все, что хочешь, то и делай. Вот такой момент происходит. Поэтому, мои дорогие, что я хочу вам сказать. Будьте более прогрессивные. Знайте себе цену и не бойтесь озвучивать свой ценник. Вот не бойтесь. Это нормально, это хорошо, когда женщина не опускается на колени перед любимым человеком. Не должно быть такого в отношениях. Должно быть в отношениях партнерство, когда два равных человека одинаково вкладываются в отношения, одинаково друг друга любят, одинаково друг другу дают и получают. Мои милые, не становитесь на колени. Вы понимаете, у вас задатки сумасшедшие. Вы все у меня королевы красоты, понимаете, мисс Вселенной, все до одной. Вот кто смотрит мои гадания, я вот чувствую вас, считываю. Вот я при вас делала рисунок на песке, высшие силы водили мои руки. Что вы видите? Вот вы же видите себя, богиня, крылья за спиной. Ну кто вы? Вы такая есть, но вы себя сами обесцениваете, девочки мои. Понятно, что хочется счастья, хочется там мужчину, отношений, но не такой же ценой. Вы же, когда это все делаете, вы же потом себя тоже несчастными ощущаете. А детки ваши, а доченьки ваши, они же на вас смотрят и такую же модель себе копируют. Понимаете, вот это главная ваша беда, да? То, что себя не ценю, что себя полностью отдаю. Любите себя, наслаждайтесь жизнью, а все остальное приложится. Честно, мужчины видят вашу истинную суть, с первого взгляда это все считывают, но то, что вы имеете по итогу, это уже, извините, ваша работа, вернее так, недоработка, да, недоработка над этими отношениями. Подумайте о себе, любите в первую очередь себя, а все остальное у вас появится. Так, мои милые, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.